Древние калмыцкие молитвы. Новое звучание. Так называется музыкальный проект, презентация которого состоялась в конференц-зале Центрального хурула Калмыкии. Реализация проекта осуществилась благодаря грантовой поддержке Агентства по делам молодежи республики. Просьба верующих слушать молитвы на родном языке исполнилась, ведь идея создания аудиозаписей с мантрами вынашивалась давно. Существует в Калмыкии Мацактаим Кчут или Мацкин Танграктаим Кчут. Это старушки, которые собираются после достижения определенного возраста для того, чтобы совместно читать молитвы, держать пост и так далее. У этих старушек исторически издревле существовала традиция сохранения особых гимнов буддийских, которые исполнялись под мелодию. Ну, конечно, без аккомпанемента каких-то музыкальных инструментов, но тем не менее у них есть определенное понятие, которое в калмыцком языке до сегодняшнего дня существует и называется янг. То есть особая мелодия исполнения буддийских текстов. И однажды, сидя с Йонтен Гелюнгом, мы подумали, а почему бы не возобновить, не восстановить эту традицию, но уже снабдить ее более современными и национальными музыкальными инструментами. И таким образом вот этот проект получил, так скажем, путевку в жизнь. Некоторые тексты, их наиболее маленькое количество пришлось переводить и перекладывать с ясного письма Тудубичик. Большинство из этих текстов — это тексты, которые звучали на тибетском языке, они не сохранились в айратских вариантах, поэтому их пришлось переводить заново. Конечно, там были сложности свои, потому что не все слова сегодня тибетские имеют эквиваленты в современном калмыцком языке, а потому приходилось очень часто подбирать эквиваленты к этим словам из старого языка, исходя из того огромного материала и объема текстов, который переводился Айпанита, буквально искать одно слово по 3-4 суток в разных его переводах. Это была достаточно сложная работа, но мы с ней справились, потому что этот проект лично для меня это прежде всего проект, который дает импульс, новый импульс к возрождению нашей духовности, духовно-нравственным ценностям, а также дает огромный большой импульс к тому, чтобы калмыцкий язык, наш язык, который исторически на протяжении множества лет нес вот эти тончайшие филигранные грани учения Будды, он жил, развивался и снова возвращался в национальную среду. Я надеюсь, что этот проект создаст дополнительный такой вот импульс к возрождению калмыцкого языка, наших духовно-нравственных ценностей и вообще в целом возрождению калмыцкого народа. В течение года лучшие музыканты и композиторы, известные ученые и общественные деятели объединились ради благого дела. Перевел тексты древних молитв Стадо-Бичик и тибетского языка на калмыцкий Геннадий Корнеев, Савр Катаев написал музыку к этим молитвам, а исполнил их руководитель администрации Центрального хурула Йонтен Гелюнг. Наш проект включает в себя перевод, запись, аудиозапись, создание музыки, сведения всего этого и публикацию 20 древних калмыцких молитв уже под современную музыку, для того, чтобы эти молитвы были более интересными, более популярными, особенно среди молодежи Калмыкии. Вообще данный социальный запрос на такой проект, он уже был давно. Люди давно просят нас сделать более доступными молитвы на калмыцком языке. Вот, и мы уже несколько лет издаем книги с молитвами на калмыцком языке. Но здесь мы столкнулись с проблемой, что многие люди не знают, как читать эти молитвы. То есть им необходимо показывать пример. Вот. Поэтому мы решили сделать вот такой проект, чтобы мы сами записали на аудио эти молитвы, и люди могли уже вместе с этими аудиозаписями с нами какие-то молитвы читать, какие-то пропевать, то есть петь. Некоторые молитвы, они уже у нас имелись, мы уже ранее их издавали, вот, но мы немножечко, эти молитвы немножечко изменяли в соответствии с современным калмыцким языком, но при этом сохраняя
именно баланс между именно старокалмыцким, стодобичик и современным калмыцким. Поскольку я не певец, не вокалист, мне было сложно исполнить эти молитвы, поэтому наш композитор Савр Вячеславович Катаев, он подстроился под мой голос, то есть под мой диапазон голоса и создавал те мелодии, чтобы мне было легче петь. Но с другой стороны, почему мы решили, чтобы эти молитвы исполнил я, потому что чтобы показать другим людям, что для того, чтобы петь молитвы, не обязательно быть певцом, обладать каким-то уникальным красивым голосом, что каждый человек может так вот потихонечку тоже исполнять эти молитвы, и в том числе есть мелодии, это не такие сложные мелодии. Теперь у жителей Калмыкии есть возможность слушать молитвы на родном языке в новом звучании. Напомню, что одна из 20 презентованных молитв уже была исполнена на музыкальном подношении 3 драгоценностям. Как отметил Йонтен Гелюнг, в музыкальный проект вошли самые значимые для калмыцких буддистов молитвы. Қиғасы болсын иткіл сағлышы уған аста Бадмараған семер улын ергдан сатған Бүйкіне себірксін ямрылшын чине бей Әлді қосы болын манин олын чимгер Бүйкіне сәйіскілінті үрсін деміргмі Зало земсті моднеге шынав чеметі жүлін Қойыр гарен донды үкіл уға аршанар Сәтір дүрсін бадыр бәрі же Насне сиди өгүчте мөргү Егмете хар үсін гежікті Орады үслінті ұты көкіл ұншсын Әлдік жөлін әлді хормақшта Белік үлгірін соқзале бадырсында залғырмон Хату күшті сөзі көділ же айхан қақсырын Сеткіл бұлақы машы ирю экшкер Чини әрдім сәтір өгіл құтты Хамық сән суғы өгікші деміргмі Белге білген месел әсәметфі торы таслын Хамық әмтінді тасырқы ұқани гүлскен ергілжілін Главная цель проекта – развитие духовной музыки и популяризация и сохранение калмыцкого языка. Неравнодушные люди к родному языку, патриоты своей республики, которые вложили частичку сердца в создание молитвенной музыки, были отмечены почетными грамотами Центрального Хурула. От калмыцкого духовенства Центрального Хурула мы хотим поблагодарить, пригласить на эту сцену сейчас руководителя агентства по делам молодежи Республики Калмыкия Камиля Александровича Маркеева. И я не вижу в зале Наталья Алексеевна Болдырева. Пришла в зале?
Это бывший руководитель агентства, при которой мы получили этот грант, и сейчас Камиль Александрович, который будет у нас принимать отчет за этот грант. Благодарность Саше Димана, книгу, и также дарим особенный амулет, который будет защищать вас по жизни, чтобы и дальше вы, Геннадий Батыревич, продолжали свою работу беспрепятственно, работу по переводам священных текстов. В мире есть мало людей, которые смогут провести следующую работу в этом проекте. Конечно же, это написание самой музыки, создание мелодии, создание аранжировок. Для этого необходимо было проникнуться этой молитвой, почувствовать ее и выдать в таком прекрасном виде, который мы уже частично услышали. Мы хотим пригласить на эту сцену Саву Вячеславовича Атаева, нашего композитора, дирижера и просто очень тоже большого друга нашего Крула. Как вы знаете, уже много раз мы проводили версаль музыкальные подношения трем драгоценностям в честь священного места Икса. Сейчас музыка пишется по-современному, и возросла роль именно звукорежиссеров, которые делают все сведения, подчищают все какие-то мелкие недочеты. И это на самом деле тоже огромнейшая работа. Я сам впервые столкнулся с этой работой, и я удивлен, поражаясь тоже таланту и трудолюбию человека, Манджиева Юрия Викторовича. Это звукорежиссер ансамбля «Тюльпан», который Каждая аудиозапись передает всю красоту и сакральность древних мантр. Наслаждаясь молитвенной музыкой, верующие смогут ощутить духовное единство калмыцкого народа, передавая будущим поколениям священное наследие.